Смотрите, какое солнечное утро сегодня. 4 февраля. На улице 29 градусов. Местами 35. Январские морозы перешли на февраль. А февральская пурга, думаю, будет в марте. Сейчас все поменялось, климат. У меня Айда уже где-то неделю без прогулки. И сегодня хочу отпустить и Туана, и Айду. Потому что я хочу... Сейчас я отпущу этого громкого. Давай, выходи. Давай, гуляй. Отпущу их, и вон у меня сено. Настил им надо поменять. Потому что сильные морозы, и побольше настила я им постелю, чтобы было теплее. На улице, вы знаете, сейчас поют птицы. Видно, слышно, не слышно. Глисты, синицы. Сегодня уже синицы тоже пели так приятно. И знаете, как чувствуется уже, чуть-чуть уже чувствуется весна. Дни уже стали подлиннее. Чувствуется уже весна. Здесь полный бардак у меня. Сейчас такой гон у Айды было. И столько собак. Десятки собак здесь тусовались. Хорошо, что вольер выдержал. А то везде все грызут. И перегородки там самые. Айда с Туланом, не знаю, видно, не видно там. Вон, смотрите. Все изгрызли. Вот с деревяшки-то. Все изгрызли. Вот это да. Ну, ладно, сейчас отпущу, что будет, то будет. Если не закончился у нее ремонт, то уже, ну не знаю, давай, гуляйте, все, побежала. Вот так вот, не знаю. Может быть уже как бы гон у нее закончился, будем надеяться. А пока они гуляют, я поменяю им настил, добавлю сена и будем смотреть, что дальше, как быть. Морозы, конечно, приятная погода. Я закончил с дровами. Ох, летит кобылина, летит. Вчера также пришел донат очередной для собак. Съезжу в город, наверное, прикуплю для них крупы там, ну, пшено, крупа там. В основном, наверное, прикуплю крупы. Но кости еще есть для них. И в основном, наверное, куплю. О, зятек. Один зятек уже есть, летит. Не знаю, что будет. Короче, вот, дровишки я закончил. И ну, чуть-чуть начали колоть. Где-то, я не знаю, третью часть. А основная вот все еще не сколота. Вон спаниель. Все на месте. Короче, как и снимал в прошлый раз, когда пилил. Здесь я говорил 13 кубов. Когда я пилю 10 кубов, у меня уходит 4 заправки. 4 заправки. И на 10 кубов 4 заправки на Husqvarna. А здесь у меня 13 кубов я спилил. И бензина ушло 4 заправки, ну и 100 грамм еще. По такому количеству я думаю, здесь 13 кубов не видать. Даже и не пахнет. Так что от силы 11 кубов тут. 2 куба не хватает. Ну там еще пару бревен я оставил на материал. И все равно. Где-то если 13 кубов, 4,5 заправки должно было уйти. Но у меня за 4 заправки я 4 заправками уложился. Короче, вон мой тент, который сейчас в походе был первый раз испытание. Ну, знаете, вот как и говорил в походе, там крутит нагар, короче, угарный газ. Айда. И зятек вон какой. Угарный газ, наверное, уже все. Айда нагуляла уже все. Ну, как бы гон закончился. И сейчас уже никого не будет подпускать. Я не знаю, что придумать, чтобы в комфорте ездить.
какое-то проветривание не получается, и там угарный газ стоит, в общем, опасно. Турланчик, давай настил вам поменяем настил. Так, лопатами я. Но еще выдержит. До сезона, я думаю, выдержит. А в будущем сезоне уже. Молодец. Нет, все, короче, закончилось. Щетину подняла, никого не подпускает. Ну и ладно, это хорошо. Здесь натоптано бураном проезжал, а так снега вон. Это... О, в селе. Чем севернее, тем больше. Ну, где-то здесь 10, 20, 40 сантиметров. В прошлом году не заготавливал, позапрошлом году сено. И вот зимой проблема была. У меня тулан щенок еще был. Настил надо много менять. Сена нету. В этом году запас, конечно, у меня очень большой. Там, как я заготавливал сено, там летом также видео есть. Вот так. Ай, да, ай, да, молодец. Вот и все. Да. Все, лайды. Все закончилось наконец-то. Потом до осени. Осенью опять начнется гон. Видишь. Самая дружелюбная собака в мире, наверное, ты, да? Ну вот. Это на одну собаку. Еще вторую такую кучу наберем. Возле будки, конечно, бардак чуть-чуть. Ну, снимать не буду там. А вот так я, короче, напихал туда, а сами уже разберутся, постелят. И будет удобно, тепло им. Сейчас еще для Айды все это сделаю. И вон, смотрите, как рвали доски. И доска уже вылетела, но я вовремя заметил и, как сказать, прибил еще двумя гвоздями. Мог бы залезть туда тулан. Ну, не знаю. Такая тоже собака молодая еще, тулан. И 2 раза я загонял к Айде, но что-то у них ничего не получилось. Айда не подпускала, я не знаю почему. Уже слишком молодой еще, хотя уже год ему. Вот так. Вот здесь я и живу. Также многие, даже вопрос был, почему такие высокие дома, но хочется как-то, думаю, отдельно заснять фильм, почему вот такие дома у нас стоят. Потому что у нас подполье раньше делали высоким, как бы там еще дополнительно делали комнаты, когда скотину держали, там картошку держали, варили, там печку ставили. Вот там я родился, в этом доме я прожил всю свою, вся прошла моя молодость, как бы.
после женитьбы я вот сюда перешел. И, как сказать, там у нас тоже скотину держали. Здесь хлев был, 2 хлева, скотину там поросят, 2 теленка, корова, все это ими держали. Здесь сарай был еще дополнительно для сена, большой сарай. И в подполье там комната была, там варили для скотины, все это дело делалось. А сейчас ничего никто не держит, блин. Ну, такая жизнь пошла. Невыгодно, в принципе, тоже. Но если держать скотину, надо, чтобы ты кушал молоко, пил молоко, творог, сметану. Ну, у нас в ходу сметана более-менее. И еще творог немножко, чуток. Литр покупаем и сколько дней хватает. Тоже вот очень хочется еще поговорить на эту тему. Но, опять же, это другой фильм. Я сегодня хотел заснять, вот, только вот как я первый раз отпустил после того, как, ну, Айду, после того, как у нее начался гон туда-сюда. Вон мои. Верные они, верные, до того верные. Вот так вот. Ну все, беляк, твое время ушло. Да, у Айды магазин закрылся. Все, да, молодец. Сейчас буду в походу с вами. Сейчас на рыбалку сходим когда-нибудь, сейчас потеплеет. Эта неделя, она еще будет холодная и не получится. Вот эта собака и моя Айда, это как бы кровные брат с сестрой. Это с одной матери. Вот такие дела. Ладно, сейчас я еще вторую кучу наберу и также вольер. Ну, это уже для Айды. Айда. Короче, полностью постельное белье им поменяли мы. Иван. Ну-ка мы даже чепырын. Лок, пет. Лок. Лок, пет. Лок. Не слушается. Айда. Диабо, айда. Ну-ка вон запись. Лок. Лок, пет. Пет. Лок. Ох, какой. Опа. Вот так. Там уже сами потом разберутся. Вот так вот. Все. Обычная будка, ничего такого комфорта. Нигде ничего не капает, не проветривается. Крыша там шифер, доски слой. Тепло, уютно, 2 раза кормлю с собаками-то. Мне хватает. Все. Пока камера снимает, пока не замерзла, тут еще аккумулятор. Схожу с ними еще до горки, сходим, потому что яркий солнечный день сегодня, очень приятно ходить. И погуляем. Так. Дверь так я закрою и хватит, в принципе. На замок не буду закрывать. Мне подготовил вот такие 2 покрышки. Хочу попробовать дрова колоть с этими покрышками. Видел тоже в интернете, в принципе. И вроде как говорят, удобно. Ладно, сейчас сходим, давай на горку. Пошли. Айда, пошли там, Лок. Давно уже не гулял, а ты. Гуляем. Лок, пошли. Видели? Все, она никого и больше не подпустит. Пошли в там. Видели? Злая. Ну иди домой, все. Хватит.
2 собаки самое это, 3 уже, как смотрю, уже целая толпа уже. Все, это много. Для профессиональных охотников это уже годами, целый год на охоте, на промысле. А 2 собаки самое это. Мне даже понравилось. Первая охота была с 2 собаками. И интересно даже. Вот смотрите, село. Вот такие ела. Вот это погода сегодня. Сейчас солнце вышло. Чуть-чуть уже, чуток чувствуется, что греет. Немножко уже, чуть-чуть уже что-то есть. Какое-то тепло. Хотя на улице 29 градусов. О, как лыжню-то сделали сейчас. Ничего так лыжня получилась. Вот. Спуск. Если вот, скажем, с этой лыжни, по этой лыжне скатиться почти до реки несет. Очень далеко. Раньше чуть-чуть слева, вот как я помню, слева чуть-чуть было. Лыжня так проходила. Тоже все время, сколько раз не катался, все время падал я. Я не знаю почему. Ну тут ям нету, ничего, так нормально видно. Гоняют там, катаются. И круг такой вот сделали. Там лыжня идет. Там лыжня. Тут круговую. Так что здесь лыжня большая. Лок, 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 лок. Лок нам. Айда, лок. Тулана ждет или что там? Ты смотри, не слушаются. Все, ушли куда-то. Пошли куда-то. Ну ничего, придут. Там тулан что-то мутит, наверное, блин. Один летит. Это тулан. Ничего себе. Тулан первый прилетел. Айда, лок, лок, где? Сомневается, где щемика. Где лок? Видя для кучами. Айда, лок, 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 лок. Что-то там кого-то слышит, какая-то пес, наверное, я не знаю. А? Непослушная ты сегодня у меня. Давай, пойдем ты сейчас. Кодит. Холодно, блин. Вот здесь на горке ветер, вот северо-восточный ветер. И чувствуется сразу, лицо мерзнет. И у тулана тоже лапы замерзли. Вот такая прогулка, ребята, у нас. Вот так. Лок, 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 лок. Пошли. Ладно, пойдем мы, ребята. Пошли, пошли, пошли. Опять куда-то летит. Все, домой. Ладно, ребята, наверное, я буду заканчивать. Такая прогулка у нас была с собаками. Лока на муна. Вот такие делишки. Пойдем домой. Все, ребята, всем пока и удачи. Пошли, муна, пошли.